Маш Дуалчик, Сахам Сарногасси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Тот же день, то же время. Но вот, я, короче говоря, убрала двух петушков. Будем. Вот один огромный вот такой вот. Это французский бройлер. Интересно, вообще, давайте я посмотрю, сколько он потянет. А это обычный петушок. Убрала двух петушков. На ужин сегодня, как я сказала, у моего сына день рождения. Будем варить петушков. Так, ну вот, петушок потянул 2 килограмма 425 грамм. Небольшой жирок. Но скажу вам честно, кормлю я их пшеницей, поэтому они не очень-то жирные. Конечно, если бы я кормила кукурузой, были бы жирнее. Кукурузы пока нет. Вот. Ну, 2,5 килограмма. А так я думала, он будет потянуть побольше. Мне казалось, что он килограмма 3. В тот раз, который мы убрали, был 3 килограмма. Ну, это я даже не буду взвешивать. Он, конечно, килограмма 1,5, только это обычный домашний петушок. А вот так вот. Ну, дело в том, что, конечно, их нужно было убирать, наверное, намного раньше. Так я его уже опалила. Потому что мясо сейчас будет как у обычной нашей домашней птицы, жесткое. Ну ничего, от этого оно вкус, конечно, не потеряет. Просто запекать, жарить будет не очень вкусно, а вот варить, просто варить, как с галушками мы варим, или делать бульоны, супы, они годятся. Там у меня еще много петушков, надо срочно их убирать, потому что зря кормлю, действительно, друзья, зря их кормлю. Не надо их так долго перекармливать. Просто мне не хочется и морозилку забивать, потому что заказами мне морозилка практически нужна, чтобы она была пустой. Надо будет, наверное, если вот так вот буду делать заказы, придется и еще один морозильник взять, чтобы чисто только для заказов. Потому что все-таки заготовки, заморозок много же для семьи, и мне не хватает. И надо будет мне этот витринный холодильник свой починить. Много дел, друзья, действительно. Вот живешь, вот очень много чего надо бывает делать. Все время что-то надо. Всю жизнь сколько живешь, что-то надо делать. Моська. Так. Ну, я, наверное, грудку не буду варить. Обычно у нас грудку никто не ест. Может быть, из нее можно будет или отбивную сделать, или еще что-то. Или просто перекрутить. Даже можно будет, наверное, котлетки сделать. Ну, не из одной грудки, а собрать одну-две. Вот. Вы знаете, действительно, я привыкла, что всегда у нас и дома, когда я вот до замужества, мама с отцом всегда занимались, у них было свое хозяйство, так, головы мама мне не дает выкидывать, их тоже нужно варить. Ну, зубов у мамы нет, но у нас бывает скандал, когда я эту голову ей не отварю и не отдам. Очень она любит. Хотя, ну, просто я ее варю очень долго, чтобы она могла ее поесть. Вот. Отец выращивал всегда крупнорогатый скот и мелкий рогатый скот. И мы всегда резали баранов, коз. К зиме резали обязательно или телочку, или бычка. И у нас всегда было свое мясо. Мы практически вот в моей семье до моего замужества мясо никогда не покупали. Ничего мяса. У мамы были всегда гуси, утки, индюки, причем в таком количестве. Мне не дадут соврать ее соседи, ее родственники. Мы жили прямо у поля. После нашего дома уже было огромное поле. И впереди нас тоже не было, никто не жил.
Поэтому раздолье было, выгонять и скотину выгонять, и птицу выгонять. И вы знаете, вот сейчас, вот когда мы сюда собирались покупать здесь землю, на той стороне, кто в Кантуше живет, знает, через дорогу, где мы сейчас живем, но это через дорогу, земли были намного дешевле, и тогда мы как-то вот даже не сообразили там купить землю. А нужно было действительно купить там, потому что дальше уже идут поля, и спокойно можно и птицу выгнать, и скот выгнать, и привязать скот, и никто тебе ничего не скажет. А тут уже все-таки соседи уже возмущаются, когда и птичка выйдет. Хотя многих соседей птичка у меня и во дворе, и в огороде все время. Но бывают недовольства, друзья, что курочка выбежала. Мои, например, не уходят никуда. Они у меня уже постоянно заперти. Вот когда хозяин того огорода, где вот трава косится, вот когда он последний раз выкашивает свою траву, уже потом я, конечно, туда, в его огород их пускаю. Ну вот, пока я не знаю, они будут косить или нет. Один раз они уже скосили. Я не знаю, будут ли они косить еще раз. Поэтому боюсь еще туда выпускать. Ну, не то, что боюсь, нельзя выпускать, некрасиво. Если им надо будет косить траву, то, конечно, моя птица ее помнет. Хотя у меня гусей, уток уже нет, 3 гуся только, уток в этом году нет. Я решила их не разводить. Я просто кожу не хочу убирать, пускай бульон будет от нее, а потом же кожу практически мы не едим. Кожу с птицы домашней у меня очень сильно раньше, не знаю, наверное, может быть и сейчас, любил старший брат. Это тоже грудку, наверное. Теперь надо будет посмотреть, перекрутить это мясо, добавить немножечко. Вот никогда не делаю из комбинированного мяса чего-то. Вот я много видела в ютубе. Курица и свинина курица, и баранина курица, и говядина. Там пельмешки, что-то такое. Может быть, вот это мясо тем более такое вот похоже даже на говядину. Может быть, перекрутить до пельмешки, сделать чуть-чуть, добавить говяжьего, и будет намного выгоднее, да? В чем-то какая-то экономия будет, друзья. Правда ж? Вот, легкие уберем. Вон сколько мяса. Может, одной хватит. Вы знаете, мы сейчас такие, не такие уж прям едоки. Очень мало едят у меня они. Раньше одной курочки не хватало. А теперь одну курочку они у меня и 2 раза едят. Мы раньше всегда и 1, и 2, и 3 даже резали, чтобы, ну, за раз, чтобы покормить семью. Ну, в принципе, сейчас... Раньше это же и девочки были дома, и тот сын был дома, может, поэтому сейчас нас поменьше все-таки. И девчонки замуж вышли. И 2-го сына дома нет. Уже соскучилась я по сыну, если честно. Он сам тоже скучает. Вообще у меня дети домашние. Они не любят долго быть вне дома, и я не могу терпеть. Хотя они и не бывают вне дома. Вот единственное, вот этот сын у меня все-таки все время на заработки ездит. Так, а печеночку это надо сейчас помыть. И на сухой сковороде нам нравится просто на сухой сковороде запечь. И мама любит, и я любит. Одну мамка съест, одну я съем. Вот так, вот так. Сейчас, наверное, это пополам порублю. Сейчас помою, поставлю варить. Но это, наверное, без вас, да? Не буду вытягивать. Мухаммед, привет! Привет, Мухаммед. Мухаммед приехал к дяде с тортиком и просит его сейчас открыть. А? У нас праздничный ужин еще не готов, а Мухаммед просит тортик открыть. Там Мадина приехала, привезла торт брату. И вот такую вот кружку от моих подруг. Так, стол грязный, я на обед готовила нам лапшу домашнюю. И едят лапшу домашнюю. Да, это набор. Я вообще-то ему набор привезла. А, ты еще что-то привезла, набор какой-то. Так, стол грязный, девчонки, потому что дети тут, как видите, девчонки, мальчишки. Так, такой набор Мадина привезла еще подарочный. Что тут внутри?
Шампунь? Гель. 3 штуки, да? Вот такой вот. А Танзила еще, по-моему, 2 недели тому назад, что ли, присылала ему деньгами. Так что подать его не показывали. С той стороны Мадина без хиджаба. Мухаммед! Привет, Алха! Привет, Ал! Все, наелась. Мухаммед! Ва, Мухаммед! Сига. Торт яви? Хая торт хая. Хая сига торт хая. Походу, Мухаммед игрушку нашел. Игрушку рисует. Мухаммед! Мухаммед! Ореховый. Ва, Мухаммед! Мухаммед! Ей! Хози торт! Смотрите, как Мухаммед ест торт. И ложкой, и руками. Мне надо было видеть, как он взял это. Вот так вот. Вот так. Вот так. Зачем ложку придумали, да, Мухаммед? Сейчас чай захотел. Дай кенке чай. А дай кенке чай. Хози торт. Слово не вымолвить, но жестами все Все покажет, да? Мухаммед, ясен торт, ясен. Успокоится, пока я буду. Мухаммед, торт ясен. Ясен торт. А он что у вас там, у няни, картошку копал? Что, где? Не знаю, ногти грязные почему-то. А, Дядя музей. Ну что, мои дорогие, дети мои уехали. Я во время, как они у меня тут были, все-таки накрошила все на салат микс. Он у меня уже почти сварен. Сейчас добавим зелень. Я его немножко подсушу. И вот эта вот сушилка для зелени, для овощей, для фруктов. Мне она очень нравится от Tupperware. Хорошая штука, действительно, друзья. Не надо брызгать зеленью, не надо ее подсушивать в полотенце. Практически все хорошо вот высушивается. Вот смотрите, сколько воды. Представляете? Вот какая помощь. Конечно, дорогая помощь. Ну, я себя немножко балую. Уже, правда, давно ничего не покупаю. Сейчас быстренько нарежу зелень. Салат у меня готов, практически готов. В принципе, готов. Вот хочу все-таки зелень. Гадала, бросать туда зелень или не бросать, но решила все-таки бросить. Конечно, зелень теряет в цвете в этих салатах. Лучше бы, конечно, зелень зимой, когда откроешь, посыпать туда. Но я все-таки решила. Потому что зелень... Ну, Ибрагим, правда, не ест этот салат. Но все-таки очень плохо, мне кажется, что если кто-то в семье чего-то не ест. Правда же? Вот зелень не ест, или там лук не ест, или еще что-то. У меня сестра всю жизнь не ела... Так, я сначала вот это вот отправлю, наверное. Всю жизнь не ела и не ест до сих пор лук в любом блюде. Вареный лук. Ну, в смысле, вот вареный, жареный, без разницы. Какой лук обработанный. Свежий, она его ест. И знаете, друзья, я плохая сестра. Все-таки давно не была у сестры. Надо срочно к ней поехать. Звонили, ну, созваниваться-то мы созваниваемся. Сегодня она вообще раскисла. Надо к ней поехать. Вот, вы все меня бросили, я никому вам не нужна. Просто с этими вот заготовками, со всем этим, с заказами замоталась. Я, конечно, извинилась прямо перед ней. Я говорю, я знаю, я чувствую перед тобой вину. Очень хочется к тебе приехать. Вот в следующий раз приеду. Вот я всегда вот про себя думала. Вот в следующие выходные с сыном поедем. И никак он и машину не сделает. А как-то вот ехать на автобусе, это все-таки хоть и недалеко, но уже как-то время очень много теряется. Но сегодня прям мне нет, надо вот срочно поехать. Все-таки время неумолимо уходит. Мы не знаем, сколько нам отведено. И поэтому, конечно, нужно ездить к своим родным, встречаться. Тем более, раньше-то она всегда к нам приезжала.
я практически к ней не ездила. Ну, как получалось, мама же все время со мной жила. И поэтому, по-любому, мы же к родителям ездим. Она всегда мне говорила, вот я всегда к вам езжу. Я говорю, ну ты же все равно каждый раз ездишь. В неделю один раз все равно приезжала она. Ну, максимум 2 недели она могла не приехать. Я говорю, мы же не успеваем, я же не успеваю к тебе приехать. Ты же сама сюда ездишь. Ах, ты, говорит, ты всегда выкрутишься. Вот, а теперь не выкрутится. Я говорю, ну, может быть, ты приехала, привез бы тебя сын на, ну, даже на недельку. Нет, говорит, боюсь. Еще у тебя и так своих проблем много. Вдруг там мне плохо будет или еще что-то. Потому что у нее все-таки, друзья, эта одышка не проходит. Эта вода так и накапливается у нее в легких. Сегодня, говорит, тоже выкачали только. На этой неделе уже 2 раза выкачивали воду. Конечно, обидно. Но она вроде бы сейчас говорит, что обследовали ее почки. Хотя и раньше говорили, обследовали. Но вроде бы вот работают плохо почки, поэтому. И как его? Сейчас назначили ей новое лечение, новые препараты. И вот, говорит, теперь будем связываться со своим врачом, чтобы скорректировать лечение, потому что она от одного врача там аж 8 препаратов принимает. И, говорит, нынешний нефролог, по-моему, ей выписал тоже, говорит, 5 препаратов. И вот, говорит, надо теперь понять, принимать ли все вместе или как-то нужно что-то одно остановить. Вот. Поеду на днях. Обязательно поеду, проведаю. Я обещала ей ездить почаще, действительно буду ездить чаще. Ну вот, я бы с удовольствием, если она приехала бы, и мне бы, конечно, было с ней здесь хорошо, но она вот боится. Вдруг, говорит, ночью мне будет плохо, потом вы, говорит, будете переживать. А так, говорит, когда сын рядом, когда все это, мне, говорит, как-то, ну, комфортнее ей. У тебя, говорит, и так, мама, еще я, говорит, на тебя. Ну, скучно ей. Человек тоже, у нас сестра тоже вот точно так же, как и мама, как и, в принципе, и я. Ну, они даже намного энергичнее, чем я, по идее. Была энергичная. Она всю жизнь работала. Работала всю жизнь, сколько я себя и помню, вот где когда мы жили в пригородном районе, она работала бухгалтером в колхозе. Потом, когда сюда приехали, вынуждены были приехать, она работала, тоже немножко работала в колхозе здесь, в Ингушетии, но потом, сами знаете, что были такие времена, что работы в принципе не было, и бухгалтер в колхозе получал только копеечки. Она стала работать, торговать. Так, вот, сейчас посыпала зелень. Значит, друзья, если кому интересно, не знаю, сейчас, наверное, уже практически все, наверное, и сделали салаты. Здесь у меня ведро помидор, ну, килограмм 9-8, да, примерно, килограмм 8 помидор, килограмма 2 моркови, 2 лука и килограмма 2 болгарского перца. В этом салате, конечно, лучше бы зеленый болгарский перец, потому что сочетание было бы более такое, знаете, но у меня его не было, красный перец, ничего. Вот. И минут 40, час поварить. Соль, острый перец и сахар по вкусу. Вот я вам не смогу сказать, сколько здесь, потому что я пробую и всегда это делаю на вкус. Вот так вот. Немножко, конечно, позвонилась, ну, созвонили с ней, немножко расстроилась. То, что ей никак не лучше, я забыла, что чайник сняла, надо будет простерилизовать. Так, мне Мадина, прежде чем уйти, помыла всю посуду. Так, вот, банки теперь у меня стерилизация своя, особенная. Так, ну все, чайник закипел. Я никогда не стерилизую банки в духовке, в микроволновке. Моя стерилизация такая. Всегда заливаю просто кипятком и закрываю крышечкой. Минут 5-10 они стоят и все. Больше ничего не надо.
Картошки я помыла сначала. И все. Это самый легкий салат из всех салатов. Если честно, я его всегда называю ингушским, потому что это очень простой и упрощенный вариант. Все накидал. Хотя некоторые обжаривают морковку и лук, прежде чем вот так вот это все сделать. Я не нахожу никакой необходимости это все обжаривать. Это все вместе вот так вот прекрасно тушится. Помидоры на кусочки порезала, морковку как хочешь. Я режу на терке по-корейски, на крупной такой. Сейчас покажу, если кому-то надо. Вот на такой, видите, вот с такими зубчиками. Не самая большая, а вторая снизу. Все. И как видите, она не разваривается, хотя она уже прекрасно сварена. Ну и соломкой лук и болгарский перец. Он получается действительно очень вкусным. Дело в том, что я, как всегда говорю, мне, наверное, даже надоело, ну, не едят у меня мальчики, как таковое, все эти салаты. Да и мы с мамой мало едим. Но все равно мне хочется, чтобы это все было. Есть же, бывает же, кто-то в гости придет. Тоже можно поставить салатик. Почему бы и нет? Вот так, я добавила 1 столовую ложку салицилки прямо вот перед тем, как выключить. Чеснок я не хочу. Я не люблю во всех вещах чеснок, если честно. Я не очень-то ему импонирую. Вот запах вареного чеснока я немножко не переношу. Так, ну все, банки мои готовы. Сейчас я вылью водичку. И мы с вами зальем наш салатик. Так. Сейчас выключить или поставить вам музыку. Давайте я вам музыку поставлю, да? Вам она нравится. Хоть какую нашу какую-нибудь поставлю музыку, друзья. Так. У меня закончилось растительное масло, надо масло покупать. Это все, конечно. Я говорю, когда вот делается засолки, вроде бы покупаешь там ящик помидор, да, ну пусть будет на данный момент, они там стоят 900 рублей, 1000 рублей, там 800 рублей. Но пока ты из этого ящика что-то приготовишь, остальное все купишь, если у тебя не свое, то уже, конечно, это все влетает в копеечку. Я не знаю, почему-то каждый год мне приходится покупать и банки. Куда эти мои банки исчезают? Каждый год солю. Если не больше, то не меньше. И банок не бывает. Ну, если больше, конечно, да, не подходят. Но все равно, когда кому-то раздаешь, банки не возвращаются. Ну и, конечно, они еще и бьются. Ой, пока я эту плитку сделала, я уже 100 раз пожалела, что плитку сюда положила. Когда дети маленькие, Мухаммед был маленький, сейчас он, в принципе, еще маленький, боишься, что он упадет, поскользнется или еще что-то. Ковер сюда положить, это не вариант. Он у нас быстро испачкается. И холодно. Вот я же сказала, что полетела в насос. Да какая гарантия? Там мне писали, что гарантия. Мы же не в магазинах покупаем, а на рынках. Никакой гарантии там нет. Купили на рынке. Ширпотреб. Аишка сегодня обиделась. Я говорю, без тапочек бегает. Я говорю, одень тапочки. Все, больше ничего не сказано. Надулась и стала обиженная. Я говорю, ладно. Нет, не одела. Я говорю, хорошо, я тогда себе хорошую девочку послушную приведу. Все, надулась. Долго стояла надувшаяся. Все-таки потом отошла, оттаяла. Все-таки скучно без детей. Что бы мы ни говорили, когда в доме нет детей, пусто. Иногда даже устаешь же от их шума, от гамма, от крика, от плача. Но тем не менее, все-таки лучше пускай будет шум, гам, крики, чем пустота, тишина. Вот. Что-то не испачкать полотенчика. Вот так вот. Ой, сказала, что буду ускорять, а сама болтаю.
Ну, я разогналась, думала, у меня много банок получится, помыла. Но ничего, они не мешают. У меня еще есть. Но у нас продолжается затянувшаяся в этом году у меня засолка. Так, вот сколько у меня еще помидор. Их я сейчас прокручу через мясорубку, поставлю варить. Но дело в том, что уже поздно фаршировать болгарский перец. Вот видите, я хотела его нафаршировать овощами именно. Я не успею, потому что сок должен вариться минут 40, самое меньшее. А потом обжарить лук с морковью. Это будет слишком долго, а уже поздно. Действительно, я с детьми поиграла, и время ушло, не получилось. Поэтому я в этом году еще не замораживала. Вот этот болгарский перец, так, по-моему, не видно. Вот этот болгарский перец я сейчас просто заморожу. Сейчас видно? Ага. Ставлю эти стаканчики вот так вот один в один и заморожу. Вот так вот в пакет уложу. Все. Все равно они мне нужны зимой. А завтра куплю, наверное, уже болгарский перец куплю еще и нафарширую. Все-таки, если мне что-то в голову вобьется, пока это не сделаю, я не успокоюсь. Вот я себе дала такую установку, что банок 10 и фаршированного перца нужно. Так что придется делать, покупать. Ну ничего, лук с морковью у меня почищены. Но я сейчас прокручу, перекручу, поставлю кипятить. Хотя бы надо вскипятить, чтобы не пропало. А за это время еще и нашинкую, и нарежу. Короче, вот так вот займусь работой. Сейчас пока переключу, чтобы не было шумно. Ну вот. Перчик вот так вот положила. Сейчас пойду положу в морозилку. Я уже поставила томатный сок варить. Насыпала соли. Пусть немножко покипит. А тут пока вот сейчас приберусь, перемою. Немножко посуду надо тоже теперь перемыть, которую я сама испачкала. Да поставлю ту посуду, наверное, на место, которую Мадина помыла. Ну и приберусь здесь.